вечер, уважаемые коллеги. Мы с вами проводим брифинг непосредственно по результатам оперативного штаба на сегодня, на 2 июня 2020 года. По санитарно-эпидемиологической ситуации в Республике Саха-Якутия и по тем действиям, которые совершали оперативные штабы республики и республиканские по именно вопросам, связанным с нераспространением коронавирусной инфекции. Вы знаете, что, как и сказал сегодня глава Республики Саха-Якутия на утреннем брифинге о том, что на 2 июня 2020 года на 8 утра было зарегистрировано за весь период 2116 подтвержденных случаев. У нас за сутки выявлено 74 новых случая новой коронавирусной инфекции ковид, в том числе город Якутск 67 случаев, Алданский район 4 случая, Межнинский район 4 и Намский 1. Но необходимо обратить внимание, опять же, на число Намского УЛУСа, оценивая ситуацию по районам. Намский УЛУС у нас с вами, как вы знаете, является местом нашего такого особого внимания с точки зрения проведения мер противодействия коронавирусу, так как, в принципе, сегодня у нас порядка 80 человек инфицированных на территории Намского УЛУСа. На настоящий момент большинство из них сконцентрировано по очагу, как вы знаете, в АЭС Албанском наследии, в котором объявлен карантин и, соответственно, проводится соответствующее лечение. Часть людей у нас лечится, как вы знаете, в самом Намском УЛУСе, часть лечится непосредственно в городе Якутске и часть лечится амбулаторно силами выездной бригады Центральной Намской больницы в селе Салбанцы. Мы, как традиционно сегодня утром, руководитель администрации главы правительства Афанасий Владимиров провел соответствующую ВГС-связь с намцами, заслушали каждого вновь главу наслега для того, чтобы понять, что происходит на настоящий момент в целом наслеге в УЛУСе как таковом. Мирнинский и Алданский УЛУС начали нам сегодня. Мирнинский УЛУС — это также у нас непосредственно не местные жители, а непосредственно контакты тех лиц, которых мы до этого уже были, они в качестве заболевших, привлечены, обозначены. Вот что касается Алданского УЛУСа, у нас, к сожалению, в городе Тамоте появился новый случай. Он связан с местным жителем. Местный житель находился в контакте с одним из работников нашего недропользователя, работающего на территории Алданского УЛУСа. Я как-то обращала ваше внимание, что для Алдана все-таки характерны в основном не приезжие люди, работающие на недропользователя, а местные. И поэтому было сделано все для того, чтобы локализовать очаг и не дать ему выйти за пределы участка, но тем не менее, определенного рода контакт был, и он сегодня закупирован в городе Тамоте. Что касается города Якутска, то у нас продолжаются непосредственно, к сожалению, выявления инфицированных и зараженных как из семейных очагов и семейных контактов. Есть небольшие корпоративные контакты. И сейчас период такой, что у нас увеличилось количество обращений с пневмонией граждан. И, соответственно, выезжая на ОРВИ, у нас уже в большинстве своем мы выезжаем практически сразу на ковид в любых его проявлениях. То есть сегодня такой период развития по непосредственно нашим зараженным. Что мы сегодня имеем в Министерстве здравоохранения Республики? Министерство здравоохранения Республики оказывает помощь как гражданам Республики, находящимся на территории нашей Республики по ковидной инфекции, так и тем, кто привлечен на работу на соответствующих месторождениях в Ленском районе, в Мирнинском, Южноринском и Алданском районах. И, соответственно, в целом помощь оказывается. Но у нас выписано за сутки почти 60 человек, 59 человек выписано и с выздоровлением. Сегодня с утра начал работать новый дополнительный инфекционный контур на базе
одного из общежитий Северо-Восточного федерального университета. Мы намеренно пошли на увеличение все-таки инфекционных коек, не злоупотребляя амбулаторным лечением, еще и по двум причинам. Ну, во-первых, нам бы хотелось скорее вылечивать, да, безусловно, под постоянным медицинским наблюдением тех, которые являются бессимптомными, значит, прежде всего изолируя их. Все-таки в домашних условиях мы понимаем, что изолировать достаточно сложно. Поэтому, значит, вот на, так сказать, такую вот, значит, на такое увеличение, вернее, на такую, значит, меру, как увеличение коек, было принято решение, мы пошли и новый стационар открыт. Но мы на том же уровне сохраняем непосредственно тестирование. И вы обратили внимание, что в наших медицинских организациях города Якутска, пока города Якутска, постепенно это будет и в республику переведено, началось новое тестирование непосредственно, значит, на антитела по ковиду. Ну, как и не раз отмечала главный санитарный врач по Российской Федерации Анна Попова, значит, это тестирование само по себе, это в большей степени уже тестирование такого, значит, характерного в целом для оценки заболеваний в целом, ну, популяции, населения как таковое. Ну, у нас практически уже сегодня все наши больницы это тестирование начали. Необходимо обратить внимание, что с точки зрения оказания медицинской помощи на территории республики, значит, соответственно, у нас вся помощь оказывается непосредственно там, где это необходимо, в онкологическом диспансере, диализная помощь, экстренная помощь в условиях, стараемся держать достаточно строжайшее соблюдение санитарных норм. Да, бывают разные ситуации, заражаются у нас и медики, в том числе от больных. Значит, и, соответственно, значит, конечно, стараемся это выдерживать. И сегодня уже, значит, рассматриваем планы о том, каким образом нам переходить на возвращение к оказанию плановой помощи всем больным, которым, в общем-то, в такое более нормальное русло. Ну, наверное, тоже сегодня пойдем по нескольким этапам к этой ситуации. Ну, сейчас, как я уже говорила, у нас идет призыв, идет непосредственно и начало, значит, медосмотров по поступлению в вузы. Также на территории республики продолжают работать и наши волонтерские бригады, и тем, кто оказывает помощь, значит, для пожилых граждан. Необходимо обратить внимание, что постановлением правительства Российской Федерации за подписью председателя правительства продолжена выдача больничных листов лицам старше 65 лет. И, соответственно, до 11 числа они могут на законных основаниях получать этот, значит, больничный лист, и он будет выдан. Но я думаю, что для тех регионов, у которых более позднее продление, то этот вопрос мы сейчас ставим перед федеральным центром для того, чтобы продлить выдачу листов нетрудоспособности. На настоящий момент, значит, со вчерашнего дня, в день ребенка, мы начали уже в обработку, взяли все те по линии Министерства труда Республики Саха-Якутия, значит, все-таки прием заявлений, значит, прием заявлений в проактивном режиме происходит, да, значит, на ту материальную помощь, которую предлагает президент страны для семей с детьми. У нас есть, как вы знаете, помощь, которая оказывается для всех категорий семей. Деньги уже по 100, часть из них поступили. Для тех же категорий семей, которые являются малоимущими, установлен срок в лице в количестве 20 дней. Значит, заявление подается также одно через сайт госуслуг или через управление социальной защиты, но сама по себе проверка и сбор всех справок проходит в электронном режиме со всех наших организаций. Ну, второй день опробуем эту систему. Есть небольшие проблемы. Мы сегодня несколько раз собирались для того, чтобы их, значит, урегулировать и было проще. И я думаю, что мы, в общем-то, к этому, в общем, запустим систему в полном объеме. Значит, ну и также у нас на настоящий момент мы подводим итоги своего рода, так сказать, заканчиваем оформление всех вопросов, связанных с обсерваторами, как с их финансовым обеспечением, так и с выплатой заработных плат тех, кто работал в обсерваторе. Готова ответить на ваши вопросы. Вот я вижу вопрос такой характер, да?
Какая эпидемиологическая ситуация сейчас в Алепинске, какое состояние у двух медиков, работающих в самых пропускниках аэропорта, как они заразились и широк ли у них круг контакта. Давайте начнем с медиков. Вообще только, соответственно, Роспотребнадзор может определить, что же явилось и где заразились медики. Все остальное – это предположение. Предположение, оно может быть у каждого, да, откуда вообще появилось это заболевание. Естественно, выявляется круг контактов, поэтому Роспотребнадзор определит, где же произошло заражение медиков. На настоящий момент состояние удовлетворительное у нас у обоих медиков. Они находятся на амбулаторном лечении, им оказывается вся медицинская помощь. Определенных круг контактных лиц, часть из них уже получили отрицательные анализы, часть анализов мы еще ждем. Сама по себе эпидемиологическая ситуация в Алепинске, ее нельзя назвать ситуацией, которая бы очень быстро разрешалась. Да? Потому что если, например, по Чурапчинскому району, тогда, когда у нас появился один контактный, сразу он был локализован. Да? Сейчас, например, появился вновь заболевший в Чурапчинском районе, но у него был узкий круг контактов, 5 человек, также очаг локализован, то по Алепинску непосредственно первоисточник, откуда пошло само заболевание, кто являлся, так условно говоря, нулевым, на настоящий момент не определено, и поэтому непосредственно работают по контакту. И исходя из этого, сегодня и проводится вся работа на территории Алепинского района. Конечно, тогда, когда муниципальное образование немножечко находится в таком отдалении, да, имеет только, я уже обращала на это внимание, например, только один путь передвижения через самолет, то происходит какое-то определенное расслабление. Это характерно сегодня для оперативного штаба Алепинского района. Я это говорила и, в общем-то, считаю, что это является сегодня таким определенного рода уроком для руководителя оперативного штаба Алепинского района. Надо там усилить работу профилактическую. Это очень необходимо. Потому что, в принципе, достаточно компактный город, рядом находящиеся сельские населенные пункты, и Кюрь, и село Алепинское, расстояния небольшие, стыковки между людьми одним автобусом, очень большая миграция сейчас, особенно в начале сельского сезона, поэтому, безусловно, да, не добраться до той стороны, до сел, который находится на той стороне, сейчас достаточно сложно, до того же Кылаха, но все, кто находится на этой же стороне, уже должна быть строжайшая дисциплина, самодисциплина в том числе. Если будет ухудшаться ситуация по Алепинску, то, соответственно, и будут соответствующие решения приниматься. Что касается, есть ли у нас информация по профилактическим рейдам в городе Якутске, да, ежедневно на оперативных штабах, МВД и соответствующие органы государственной власти, субъекты, наделенные такими полномочиями, они проводят профилактические рейды. Назвать их, наверное, профилактические рейдами нельзя. Да? Это рейды по выявлению правонарушений, связанных с нарушением санитарно-эпидемиологических правил. Есть полномочия непосредственно Роспотребнадзора, они должны следить и следят у нас за исполнением предписаний о нахождении человека на самоизоляции в обязательном порядке. Да? Это у нас прежде всего те, кто достиг 65+, это те, кто у нас с хроническими заболеваниями, это те, кто у нас находится в группе контактов. Выданы предписания главного санитарного врача. Кроме того, Роспотребнадзор у нас следит за соблюдением санитарных норм по новым роспотребовским данным по магазинам. Да, насколько они соблюдают, наши торговые точки, непосредственно эти правила. Что касается непосредственно нарушений, связанных с ношением масок, с хождением группами, да, нарушений этих наших правил, которые установлены указом главы республики по большому количеству сбора людей, они непосредственно у нас все-таки находятся в ведении Министерства внутренних дел. Но Министерство торговли, наше Министерство предпринимательства работает вместе с административными комиссиями мэрии по всем остальным вопросам. И у нас на настоящий момент начало подключаться Министерство жилищно-коммунального хозяйства,
ходатайство, которое должно привлекать в том числе и управляющие компании за отсутствие непосредственно проведенных санитарных норм. То есть сам по себе спектр правонарушений по санитарно-эпидемиологическому подфалчу очень большой.